За 8 дней до того, как роман «И дальше века длится день» вышел из типографии, в квартиру Чингиза Айтматова на улице Горького в Москве поздним вечером пришел человек, которого никто не записывал в журнал «Дежурный». Соседи не слышали звонка. Дверь открылась тихо, как будто гость имел право входить без стука. Существовал в те годы особый список, всего 7 имен в Москве, людей, чьи визиты не регистрировались нигде и никогда. Свидетель, чья фамилия до сих пор не фигурирует в открытых архивах, вспоминает только одну деталь. Когда этот посетитель вышел через 2 часа, Айтматов стоял в дверном проеме с таким лицом, будто ему только что показали фотографию из 1937 года. Та самая фотография из следственного дела Таракула Айтматова, где на обороте штамп «Приговор приведен в исполнение». Но архивы Комитета госбезопасности утверждают, что следственное дело отца Чингиза Таракула хранилось в киргизском филиале, в Фрунзе, за 1000 километров от московской квартиры. Кто принес эту папку в тот вечер? Что именно писатель узнал о своем отце спустя 43 года после расстрела? И главное, почему ровно через 8 дней после этого визита самый ожидаемый роман советской литературы вышел с финалом, который автор переписал за одну ночь? Давайте начнем с того, что вы должны запомнить одно киргизское слово. В переводе это означает «стыд». Но не простой стыд перед людьми, а стыд перед родом, перед кровью предков, перед могилами тех, кто дал вам жизнь. В киргизской культуре уят — это самое страшное проклятие, которое может пасть на семью. Предать память отца, промолчать о его смерти, договориться с теми, кто его убил — это уят на 7 поколений вперед. Это вычеркивает твое имя из родословной, превращает тебя в манкурта, человека без памяти, без корней, без права называть себя сыном своего народа. И вот парадокс, который мы будем распутывать в этом фильме. Как человек, чей отец был расстрелян Сталином в Чонташе 11 ноября 1937 года, смог стать героем социалистического труда, получить орден Ленина из рук Брежнева и написать книги, которые Москва называла гимном советскому человеку. Либо Чингиз Айтматов был гением компромисса, либо в архивах Комитета госбезопасности до сих пор лежит документ, о котором его семья молчит вот уже 16 лет после смерти писателя. Начнем с факта, который не оспаривается никем. 11 ноября 1937 года во овраге Чонташ под Фрунзе, столицей Киргизской ССР, были расстреляны 137 человек. Среди них нарком земледелия республики Таракул Айтматов, 33 лет от роду, коммунист с безупречной биографией. Человек, который строил советскую власть в горах, верил в коллективизацию, агитировал киргизских пастухов отдавать овец в колхозы. Его арестовали 27 июля того же года по обвинению в буржуазном национализме. Допрашивали 40 дней, добились признательных показаний, и в час ночи 11 ноября приговор был приведен в исполнение выстрелом в затылок. Стандартная процедура тех лет. Тело сбросили в яму вместе со 136 другими, засыпали известью, закопали. 9-летний Чингиз узнал об этом только через 20 лет, когда в 1957 году отца реабилитировали посмертно. Но между тем, как отца убили, и тем, как Чингиз стал знаменитым, произошло нечто, о чем мы говорим шепотом до сих пор. Представьте себе эту сцену. 1970 года, 29 апреля. Кремль. Георгиевский зал. Чингиз Айтматов. 41 год. Киргизский писатель. Автор повести «Джамиля», которую Луи Арагон назвал самой прекрасной историей любви в мире, стоит перед Леонидом Брежневым. Генеральный секретарь ЦК КПЦЦ вручает ему орден Ленина, высшую награду страны, которую получали космонавты, герои войны, строители коммунизма. Фотография сохранилась. Айтматов улыбается, Брежнев пожимает руку. За спиной — портрет того самого Сталина, который подписал расстрельный список с фамилией Таракул Айтматов под номером 123. Как это возможно? Как сын расстрелянного врага народа
получает высшую награду от системы, которая убила его отца. Либо это триумф таланта над политикой, либо это результат сделки, о которой не принято говорить вслух. И если сделка была, то когда она состоялась? И что Айтматов подписал в обмен на право печататься, на ордена, на статус властителя дум советской интеллигенции? Вернемся к 1937 году. Когда Таракула расстреляли, его жена Токтагул осталась с 5 детьми в киргизском ауле. Без денег, без работы, с клеймом «жена врага народа». Чингис, старший сын, в 9 лет начал пасти колхозных коров. Таскал воду из арыка, учился в школе, где учителя шептались за его спиной. Сын расстрелянного нацдемовца. Мать плакала по ночам, пряча в сундуке единственную фотографию мужа. Ее полагалось сжечь по правилам тех лет. Но Токтагул не сожгла. Она прятала эту фотографию под половицей, и Чингис знал, где она лежит. Это важная деталь, которую он сам рассказал в 1989 году, за год до смерти матери. Я ложился на пол и думал, вот здесь, под доской, лицо моего отца. Я не помню его живого, но я знаю, что он там, под домом, и я не имею права забыть. Но дальше начинается противоречие. В 1952 году, через 15 лет после расстрела отца, 24-летний Айтматов публикует первый рассказ «Лицом к лицу» в газете «Комсомолец Киргизии». Тема — советская молодежь, стройки, вера в партию. Ни слова о репрессиях, ни намека на отца. Журнал принимает рассказ без проверки биографии автора, но такого не бывало в те годы. Редакторы всегда проверяли третью графу — социальное происхождение. Сын репрессированного не мог печататься просто так, особенно в периоды, когда Сталин был еще жив. Либо в деле Айтматова была пометка «реабилитирован», либо кто-то дал разрешение печататься, несмотря на отца. Архивы Союза писателей Киргизии утверждают, что личное дело Айтматова содержало только стандартную анкету. Но кто заполнял эту анкету? Кто ставил подпись в графе «Проверено»? И почему в том же личном деле нет ни одного упоминания о Таракуле Айтматове вплоть до 1957 года? А теперь обратите внимание на хронологию. 1957 года. Год реабилитации отца. В этом же году Айтматов пишет повесть «Джамиля», которая через 2 года выходит в журнале «Новый мир». Редактор журнала Александр Твардовский, человек, который сам прошел через репрессии семьи и печатал Солженицына. «Джамиля» — это история киргизской женщины, которая бросает мужа ради любви. Критики видят в этом метафору — бросить старое ради нового, порвать с прошлым. Но если читать между строк, то это история о праве человека выбирать собственную судьбу, несмотря на давление рода, традиций, системы. Айтматов впервые намекает на тему свободы, но делает это осторожно, через любовную линию, чтобы цензура не заподозрила политический подтекст. Это мастерство компромисса или мастерство выживания? Или это результат негласной договоренности? Пиши о любви, не трогай политику, и мы дадим тебе Ленинскую премию. И действительно, в 1963 году Айтматов получает Ленинскую премию за повести «Первый учитель» и «Талиб Тастак». Ему 35 лет. Он — самый молодой лауреат среди писателей союзных республик. Премию вручает Никита Хрущев, тот самый, который начал десталинизацию, но не отменил КГБ и не прекратил слежку за интеллигенцией. В речи на церемонии Хрущев говорит: «Товарищ Айтматов показывает, как советская власть несет просвещение в отдаленные уголки страны». Ни слова о том, что отец лауреата был расстрелян этой же советской властью. Почему? Либо Хрущев не знал, либо знал, но считал, что Айтматов искупил вину отца своей лояльностью. А теперь главный вопрос. Согласился ли сам Айтматов с такой формулировкой? Считал ли он, что должен искупать что-то? Или он молчал, потому что понимал, одно неосторожное слово, и карьера закончится, как закончилась жизнь отца? Теперь мы переходим к самой болезненной части этой истории. В 1989 году, уже после перестройки, Айтматов дает интервью журналу «Огонёк». Журналист спрашивает: «Чингис Тарикулович, вы когда-нибудь задавали вопрос,
Почему вас, сына репрессированного, допустили к литературе, к орденам, к славе? Айтматов отвечает дословно. Я никогда не думал об этом в категориях «допустили» или «не допустили». Я просто писал. Литература была выше политики для меня. Но это ответ человека, который уже знает, что СССР разваливается, что КГБ больше не имеет той силы, что можно говорить свободнее. А что он думал в 1952-м, когда публиковал первый рассказ? Или в 1963-м, когда получал Ленинскую премию? Или в 70-м, когда стоял перед Брежневым? Есть одна деталь, которую киргизские историки считают ключевой, но о которой почти не говорят в России. В 1957 году, сразу после реабилитации отца, 28-летний Айтматов подает заявление в Союз писателей Киргизии. В анкете есть вопрос: были ли репрессированы члены вашей семьи? Айтматов пишет: отец репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно в 1957. Казалось бы, честный ответ. Но дальше в деле есть записка от секретаря Союза писателей, адресованная в Комитет госбезопасности Киргизской ССР с запросом: просим подтвердить факт реабилитации Таракула Айтматова и дать заключение о возможности приема его сына в члены Союза. Ответ КГБ пришел через 2 недели. Препятствий не имеется. Подпись заместитель председателя КГБ Киргизской ССР. Эта переписка хранится в Центральном государственном архиве Киргизии, фонд 138, опись 2, дело 561. Мы нашли этот документ. И вот вопрос, который раскалывает киргизское общество до сих пор. Что означает формулировка «препятствий не имеется»? Это просто бюрократическая резолюция? Или это код, который означает «мы разрешаем ему писать, потому что он согласился на условия, которые мы ему озвучили»? Давайте теперь поговорим о документах, которых больше нет. В ноябре 1991 года, когда Советский Союз распадался на части, и архивы спецслужб открывались по всей стране, группа киргизских активистов ворвалась в здание бывшего КГБ на проспекте Чуй во Фрунзе. Они искали следственные дела репрессированных отцов, дедов, братьев. Среди них был родственник Таракула Айтматова, племянник по отцовской линии, имя которого мы не называем по его просьбе. Но он жив и согласился дать показания. Он рассказывает: «Мы нашли комнату на 3-м этаже, где хранились дела расстрелянных 1937 года. Дело Таракула лежало в папке с грифом «Хранить вечно». Мы открыли его. Там были протоколы допросов, фотография с номером заключенного на груди. И в самом конце 2 странички, сшиты отдельно, с пометкой «Дополнительные материалы». Но когда мы начали читать эти странички, в комнату вошли люди в форме. Кто они были, мы не поняли. КГБ уже не существовало официально. И сказали: «Положите дело обратно, это не подлежит разглашению». Мы начали спорить, но нам пригрозили статьей за разглашение государственной тайны. Мы отдали папку. Через 3 дня здание архива горело. Официальная версия — замыкание проводки, но сгорел только 3-й этаж. Только та комната, где лежали дела 1937 года. Дело Таракула Айтматова восстановили из копий через год. Но тех 2 страничек с пометкой «Дополнительные материалы» в восстановленной версии не было. Что было написано на тех 2 страницах? Племянник Таракула утверждает, что успел прочитать первые строки. Сын репрессированного Айтматов Чингиз обязуется... И дальше текст оборвался, потому что документ забрали. Обязуется что? Не упоминать отца в произведениях? Информировать органы о настроениях интеллигенции? Писать только то, что одобрит цензура? Или это была обычная расписка в получении извещения о реабилитации отца? Мы не знаем. Но мы знаем, что такие документы существовали. Историк и архивист Азамат Алтай, который изучал практику КГБ в отношении родственников репрессированных, говорит: в 50-е и 60-е годы КГБ действительно брало подписки у детей врагов народа, если они стремились в публичные профессии — журналистика, литература, наука.
Суть подписки. Ты обязуешься не заниматься антисоветской пропагандой и при необходимости консультировать органы по вопросам, связанным с твоей сферой деятельности. Это не означало, что человек становился стукачом. Это означало, что он давал гарантию лояльности. Но где грань между лояльностью и предательством? Айтматов писал книги, в которых восхвалял советскую власть, которая убила его отца. В повести «Первый учитель» герой — молодой коммунист, который несет просвещение в киргизский аул. Борется с традициями, ломает сопротивление стариков. Критики видели в этом гимн советской модернизации. А Айтматов, когда его спрашивали, говорил: «Я писал о том, как можно изменить жизнь, не уничтожая народ». Это тонкая позиция. С одной стороны, он прославлял систему, с другой — намекал, что систему нужно менять изнутри, не разрушая. Это компромисс или лицемерие? Теперь обратим внимание на роман «И дольше века длится день», который вышел в 1980 году и стал литературной сенсацией. Это первый роман советского писателя, где прямо говорится о репрессиях, о сталинских лагерях, о том, как система превращала людей в манкуртов, рабов без памяти. Главный герой романа, железнодорожник Едигей, хоронит друга и вспоминает легенду о манкуртах. Это люди, которым захватчики надевали на голову мокрую шкуру верблюда, высушивали ее на солнце, и шкура сжимала череп так, что человек терял память, забывал, кто он, откуда, кто его отец. Манкурт становился идеальным рабом, послушным, покорным, без прошлого. Айтматов писал: «Манкурт не помнит своего имени, он не знает, кто его родители, он раб навсегда». Это была прямая аллегория на то, что советская власть делала с народами СССР. Книга вызвала шок. КГБ провело проверку, не является ли роман антисоветским. Председатель КГБ Юрий Андропов лично читал рукопись, но разрешил публикацию. Почему? Есть версия, что Айтматов переписал финал романа после того самого визита неизвестного человека за 8 дней до выхода книги. Изначальный финал был таким: Едигей умирает, так и не добившись справедливости, а власть продолжает превращать людей в манкуртов. Но в опубликованном варианте финал смягчен. Едигей жив. Он надеется, что следующее поколение вспомнит правду. Критики того времени писали: Айтматов дает надежду. Но киргизские писатели-современники, которые видели первый вариант рукописи, шептали: его заставили смягчить финал. Он не хотел этого делать. Один из них, поэт Калый Кулиев, сказал в частной беседе в 1985 году: «Чингис продал совесть дважды. Первый раз, когда начал писать в 52-м. Второй раз, когда переписал финал про манкуртов. Но я понимаю его. У него не было выбора». А был ли выбор? Давайте посмотрим на контекст. В 1981 году Брежнев был еще жив, КГБ контролировало всю культуру, диссидентов сажали в лагеря или высылали за границу, Андрей Сахаров сидел в Горьковской ссылке, Солженицын был в Америке, а Айтматов жил в Москве, ездил по миру как культурный посол СССР, получал зарплату от Союза писателей, награды от ЦК КПСС. Если бы он написал правду о том, что думает о системе, которая убила его отца, его бы уничтожили. Карьера закончилась бы, книги изъяли бы из библиотек, имя вычеркнули бы из литературы. Может быть, даже посадили бы по обвинению в антисоветской агитации. Так что же он должен был делать? Молчать и писать про любовь? Или кричать и погибнуть как отец? Мы задали этот вопрос сыну Айтматова, Ильдару, в 1998 году, через 10 лет после смерти отца. Эльдар ответил так: «Мой отец никогда не предавал память деда. Он просто понимал, что прямой протест в СССР равен самоубийству. Он выбрал другой путь. Писать так, чтобы умные люди читали между строк, а цензура не замечала. Это не трусость. Это стратегия выживания». Но критики Айтматова в Киргизии говорят иначе. Они говорят: если ты пишешь так, что цензура не замечает, значит, ты ничего не меняешь. Ты играешь в игру системы. А система убила твоего отца.
Разве это не предательство? И вот здесь мы подходим к центральному вопросу этого фильма. Что такое предательство крови, уяд? Это когда ты забываешь имя отца? Или это когда ты помнишь, но молчишь? Или это когда ты помнишь, говоришь намеками, но принимаешь награды от убийц? Киргизская традиция дает однозначный ответ. Если ты не мстишь за кровь отца, ты предатель рода. Но месть в СССР означала гибель. Так что же делать? Умереть как герой или выжить как писатель? Теперь поговорим о том, что происходит, когда человек, которому ты доверяешь полностью, предает тебя в самый темный час твоей жизни. Вспомните последнего человека, которому вы открыли душу, рассказали секреты, которого считали частью своей семьи. А теперь представьте, этот человек идет в кабинет чекистов и рассказывает все, что знает, в обмен на обещание не трогать его самого. Так случилось с Тарокулом Айтматовым. Его арестовали не потому, что нашли улики. Его арестовали потому, что кто-то из его окружения сдал его первым, в обмен на собственную жизнь. И Чингиз знал имя этого человека. Знал с 1957 года, когда прочитал реабилитационное дело отца. Но никогда не произнес это имя публично. Почему? Потому что тот человек к моменту реабилитации уже занимал высокий пост в партийном аппарате Киргизии. И любое обвинение означало бы конец не только для предателя, но и для того, кто осмелился бы назвать его вслух. Существует одна фотография, которую семья Айтматова никогда не показывала журналистам, но которую видели близкие друзья писателя в его московской квартире в конце 70-х годов. На этой фотографии две женщины. Мать Чингиза, Токтагул, и его жена Кирес сидят за столом в день 50-летия писателя, 1978 года. Обе смотрят в камеру с выражением, которое один из гостей описал как «молчаливый приговор». Между ними на столе орден Ленина Чингиза, лежащий на красной бархатной подушечке. И рядом старая выцветшая фотография Тарокула Айтматова с номером заключенного на груди. Кто поставил эти два предмета рядом? Сам Чингиз или его мать? И что означал этот молчаливый диалог между наградой от убийц и фотографией жертвы? Семья хранила тайну, которая разъедала их изнутри на протяжении 40 лет. Они знали, что успех Чингиза построен на могиле отца. Но никто не осмеливался произнести это вслух. Потому что произнести значило разрушить все, ради чего они выживали эти десятилетия. Мать Токтагул говорила дочери Розе перед смертью в 1989 году всего одну фразу, которую та не может забыть до сих пор. «Твой брат заплатил за наш хлеб своей совестью. Но я не могу его судить, потому что я ела этот хлеб». Давайте теперь откроем дверь в дом Айтматовых и посмотрим, что происходило там, когда камеры выключались, когда гости уходили, когда советские награды снимали с пиджака и складывали в ящик стола. Старший сын Чингиза, Санджар, вспоминал в частной беседе в 2005 году, как отец возвращался домой после торжественных приемов в Кремле. Он снимал орден, клал его на комод, садился на край кровати и сидел так минут 20, глядя в одну точку. Мама не подходила к нему в эти моменты. Мы, дети, боялись нарушить тишину. Потом он вставал, шел в кабинет, закрывал дверь и писал до утра. Утром выходил с красными глазами, как будто плакал, но я никогда не видел следов слез. Что писал Айтматов в те ночи после кремлевских церемоний? Дневники? Исповедь? Или главы романов, в которых кодировал правду, недоступную цензуре? Его архив до сих пор не полностью открыт для исследователей. Семья передала в Национальную библиотеку Киргизии только те рукописи, которые считала безопасными. Но существует свидетельство, что Айтматов вел параллельный архив. Тетради, которые он никогда не показывал даже жене. Где эти тетради сейчас? Сожжены? Спрятаны? Или переданы кому-то, кто ждет нужного момента, чтобы опубликовать правду? Жена Айтматова, Кирес, в редком интервью 1995 года сказала фразу, которую журналисты проигнорировали, но которую мы считаем ключевой. Чингиз жил в двух мирах одновременно.
В одном он был писатель Советского Союза, в другом — сын расстрелянного киргиза. Эти миры никогда не встречались при свидетелях, но ночами они сражались внутри него. И это сражение длилось полвека. Как выглядело это сражение? Представьте, днем ты выступаешь на съезде Союза писателей, восхваляешь советскую культурную политику, получаешь аплодисменты секретарей обкомов. Вечером приходишь домой, мать смотрит на тебя из угла комнаты, и ты видишь в ее глазах вопрос, который она не задаст никогда. Ты помнишь, кто убил твоего отца? А ночью ложишься в постели и думаешь: я помню. Но если я скажу это вслух, завтра меня не будет. Это не жизнь. Это медленное самоубийство по частям, когда каждый день ты отрезаешь от себя кусок правды и кормишь им систему, которая держит тебя в золотой клетке. Но цена этой клетки платилась не только внутри. Старшая дочь Айтматова, Асель, которая умерла в 2001 году от сердечного приступа в 43 года, перед смертью рассказала подруге историю, которая никогда не попадала в биографии отца. Когда Асель было 14 лет, в 1972 году она пришла домой из школы в слезах и сказала. Одноклассница спросила, правда ли, что дедушку расстреляли как предателя. Чингис сидел за письменным столом. Он обернулся, посмотрел на дочь и сказал только одно. «Не верь тому, что говорят люди. Верь тому, что я пишу». Но что он писал? В его книгах не было ни одного прямого упоминания Тарокула, не было имени отца, не было дат расстрела, не было обвинения системе. Только метафоры, только манкурты, только легенды о людях, потерявших память. Асель спросила тогда: «Папа, но ты помнишь деда?» Он ответил: «Я помню того, кого мне рассказала бабушка. Но я не помню его лица. Я потерял его раньше, чем научился запоминать». Это признание сломало что-то в душе дочери. Она поняла: отец живет с чужой памятью, с чужими воспоминаниями, потому что собственные украла система, когда ему было 9 лет. Теперь посмотрим, что происходило с братом Чингиза, Ильгизом, который выбрал другой путь. Ильгиз Айтматов никогда не стремился к публичности. Он работал инженером на заводе во Фрунзе, жил скромно, не вступал в партию, не получал наград. В 1987 году на волне гласности, когда журналисты начали брать интервью у родственников Чингиза, Ильгиз дал единственное интервью местной газете. Он сказал дословно: «Мой брат — великий писатель, и я горжусь им. Но я не мог жить так, как он. Я не мог улыбаться тем, кто убил нашего отца. Я выбрал тишину. Чингиз выбрал славу. Кто из нас прав? Судить не мне». Журналист спросил: «Вы осуждаете брата?» Ильгиз ответил: «Я его понимаю, но я не мог бы сделать то, что сделал он». Что именно сделал Чингиз? Какую сделку заключил? Ильгиз не уточнил, и это интервью больше не перепечатывалось. Но между строк читается ясный намек. Младший брат знал что-то, о чем старший брат не говорил вслух. А теперь самая болезненная деталь. В 1991 году, когда открывался мемориал Ат-Табиит на месте массового захоронения расстрелянных 1937 года, Чингиз Айтматов должен был произнести речь. Это было его первое публичное выступление о репрессиях после распада СССР. Многие ждали, что он назовет имена палачей, что потребует суда над выжившими чекистами, что назовет систему преступной. Но Айтматов произнес речь, которую многие восприняли как предательство. Мы должны простить, чтобы жить дальше. Мы не можем судить прошлое, потому что прошлое судило саму себя. Наша задача — помнить и не повторять. Зал замер в тишине. Кто-то начал аплодировать, но большинство сидело молча. Родственники расстрелянных потом говорили: «Он попросил нас простить убийц его отца. Как он мог?» Но если посмотреть на видеозапись той речи, можно увидеть деталь, которую не замечали. Когда Айтматов произносил слово «простить», его руки дрожали, и он сжимал край трибуны так, что побелели костяшки пальцев. Это не была речь человека, который простил. Это была речь человека, который пытался убедить самого себя, что прощение возможно.
но не верил в это. К началу 80-х годов Чингис Айтматов уже 28 лет носил маску лояльного советского писателя. Маска срослась с лицом настолько плотно, что порой он сам не понимал, где кончается роль и начинается настоящий человек. Но в 1979 году произошло событие, которое разбудило в нем паранойю, дремавшую со времен детства, когда мать прятала фотографию отца под половицей. Один из коллег по Союзу писателей, русский прозаик из Москвы, с которым Айтматов дружил несколько лет, внезапно перестал отвечать на звонки. Потом выяснилось, он эмигрировал в Америку. Перед отъездом оставил письмо Айтматову. В письме было написано: «Чингис, я знаю твою тайну. Я знаю, что ты подписал». Больше ни слова. Айтматов получил это письмо через третьи руки. Кто-то принес конверт без обратного адреса и положил в почтовый ящик. Жена вспоминала. После прочтения Чингис сжёг письмо в пепельнице, но несколько дней не выходил из кабинета. Он начал проверять телефон на прослушку. Стал осторожнее в разговорах даже дома. Перестал записывать мысли в дневник открытым текстом, только намеками, криптограммами, которые понял бы только он сам. Параноик? Или человек, который точно знал, что за ним следят, потому что следили всегда? Дело в том, что в СССР не существовало понятия «бывший объект наблюдения КГБ». Если ты попал в картотеку однажды, ты там навсегда. Сын репрессированного попадал автоматически. Даже если реабилитирован, даже если пишет лояльные книги. Потому что система не доверяла никому, чья кровь была связана с врагами народа. Логика проста. Предатель породил предателя. Или наоборот, жертва породила мстителя. И чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем пристальнее наблюдение, потому что падение с высоты опаснее для режима. Существуют косвенные подтверждения слежки за Айтматовым. В архиве КГБ Киргизской ССР, который частично открыли после 1991 года, есть папка с кодовым названием «Писатель». Фамилия объекта не указана, но описание совпадает с биографией Айтматова. Сын репрессированного 1937 года, член Союза писателей, частые поездки за границу, контакты с иностранными журналистами. В папке отчеты агентов о встречах писателя с западными славистами в Москве, Париже, Риме. Один из отчетов датирован 1973 годом. В нем говорится: объект высказывал критические суждения о цензурной политике в частной беседе с французским профессором. Рекомендуется усилить контроль. Кто докладывал? Кто сидел за соседним столиком в московском ресторане и слушал разговор? Коллега-писатель? Переводчик? Официант? Айтматов знал о слежке, не мог не знать. Потому что в определенный момент каждый объект наблюдения КГБ получал сигнал: «Мы видим тебя». Это не угроза словами, это действие, которое невозможно объяснить случайностью. Например, ты упоминаешь в телефонном разговоре с другом, что собираешься в командировку в Ленинград через 2 недели. Не называешь даты точно. На следующий день приходит официальное письмо от Союза писателей. Просим подтвердить участие в конференции в Ленинграде 17 мая. Ты не подавал заявку на эту конференцию, но дата именно та, которую ты назвал по телефону. Совпадение? Или напоминание? Мы слышим каждое слово. С Айтматовым такое случалось неоднократно, по словам его секретаря Гульнары, которая работала с ним с 1975 по 1983 год. Она рассказывала: Чингис Тарикулович никогда не обсуждал рабочие дела по телефону, только при встрече. Если нужно было передать что-то важное, писал записку от руки и просил меня сжечь после прочтения. Однажды я спросила: «Вы боитесь прослушки?» Он ответил: «Я не боюсь. Я просто знаю, что она есть». Но самое странное, Айтматов иногда специально говорил в телефонную трубку вещи, которые хотел, чтобы услышали те, кто слушает. Например: «Я абсолютно согласен с политикой партии по национальному вопросу», — Гульнара поясняла. Это была игра. Он кормил их правильными фразами, чтобы в отчетах агентов звучало «объект лоялен». А потом писал книги, где между строк была совсем другая правда.
Но чем дольше длится игра, тем сложнее различить, где игра, а где реальность. К середине 80-х Айтматов стал затворником, перестал ходить на литературные вечера, где раньше был душой компании. Отказывался от интервью, ссылаясь на занятость, сократил круг общения до минимума, только семья и 2-3 проверенных друга. Сын Санжар вспоминал. Отец начал бояться новых знакомств. Если кто-то незнакомый просил встречи, он отказывал, говорил: «Я не знаю, кто этот человек и зачем он пришел». Мы думали, это возрастная осторожность, но теперь понимаю, он боялся, что подсадят агента. И он был прав, потому что именно так КГБ работало с публичными фигурами. Вербовали не силой, а хитростью. Подсаживали друга, который постепенно входил в доверие, а потом задавал нужные вопросы или провоцировал на откровенность. А потом приходил человек в штатском и говорил: «У нас есть запись вашего разговора. Вы критиковали партию. Это статья такая-то. Но мы можем забыть, если вы согласитесь помочь нам». Так ломали тысячи. Айтматов знал схему, поэтому строил стену между собой и миром. Но стена, которая защищает от врагов, одновременно изолирует от друзей. В итоге ты остаешься один. Один со своей тайной. Один со своей памятью об отце. Один с вопросом, который жжет изнутри. А не стал ли ты сам частью системы, от которой пытался защититься? Есть один эпизод, который иллюстрирует глубину этой паранойи. В 1986 году Айтматов работал над новым романом. Рукопись держал в сейфе дома. Однажды вернулся из командировки и обнаружил. Листы лежат в другом порядке. Едва заметное смещение, которое никто не заметил бы, кроме автора. Он позвал жену. «Ты трогала рукопись?» Она: «Нет». Дети не имели доступа к сейфу. Значит, кто-то взломал. Или имел ключ. Айтматов вызвал мастера, поменял замок. Но главы романа, который он уже написал, сжёг. Начал писать заново. Потому что если они читали рукопись, значит, теперь будут ждать именно этот текст. А он должен написать другой, обмануть их, выдать не ту книгу, которую они видели. Это уже не литература, это шахматная партия с невидимым противником. Жена пыталась убедить: возможно, ты сам переложил листы и забыл. Но Айтматов не верил в случайности. Он знал. Система не дает слабину никогда. Даже в годы перестройки, когда формально началась гласность, старые механизмы контроля продолжали работать по инерции. Агенты, завербованные в 70-е, не исчезали автоматически. Папки с грифом «Храните вечно» не сжигались по команде Горбачева. Просто добавлялась пометка «Наблюдение продолжить в связи с изменением политической обстановки». Логика: если человек молчал при Брежневе из страха, может заговорить при Горбачеве из мести. Надо предотвратить. Поэтому Айтматов жил в режиме постоянного напряжения. Каждый звонок в дверь — потенциальная угроза. Каждое письмо без обратного адреса — возможная провокация. Каждая встреча с незнакомцем — подозрение. Это не жизнь. Это существование в клетке, где прутья невидимы, но ощутимы каждой клеткой тела. А когда твоя психика не выдерживает такого давления полвека, начинается распад. Не внешний, внутренний. Ты продолжаешь улыбаться на публике, продолжаешь писать книги, продолжаешь получать награды, но внутри ты уже пуст. Внутри ты уже манкурт, тот самый, о котором писал. Человек без корней, потому что корни подрубили в детстве. Человек без прошлого, потому что прошлое превратили в стыд. Человек без будущего, потому что будущее всегда принадлежало системе, которая решала, жить тебе или нет. Теперь поговорим о том, о чем не принято говорить в биографиях великих людей. О цене, которую платит тело за жизнь в постоянном страхе и лицемерии. Чингиз Айтматов официально умер 10 июня 2008 года в немецкой клинике в Нюрнберге от полиорганной недостаточности на фоне хронической болезни почек. Ему было 79 лет. Но те, кто видел его медицинские документы, знают, проблемы со здоровьем начались гораздо раньше и были связаны не только с возрастом. Существуют болезни, которые возникают не от вирусов или бактерий,
а от того, что психика не выдерживает груз невысказанного и перекладывает этот груз на тело. Психосоматика — это когда душа кричит через боль органов. Первый серьезный диагноз Айтматову поставили в 1975 году, когда ему было 47 лет. Язва желудка. Стандартное объяснение врачей — стресс, нервное перенапряжение, нерегулярное питание. Но если копнуть глубже, язва желудка — это классическое проявление подавленной агрессии. Когда человек не может выразить гнев вовне, гнев разъедает его изнутри. Айтматов не мог кричать на убийц отца, не мог обвинить систему публично. Не мог даже в частной беседе позволить себе сказать все, что думает. Потому что не знал, кто из собеседников донесет. Куда девался этот гнев? В желудок, в кишечник, в почки. Постепенно, год за годом, тело превращалось в хранилище невыраженной ярости. И тело начало разрушаться. Личный врач Айтматова, который лечил его с конца 70-х до начала 90-х и пожелал остаться анонимным, рассказывал в 2012 году. Чингис Тарикулович был очень дисциплинированным пациентом. Соблюдал диету, принимал лекарства. Но когда я спрашивал, что вас беспокоит, он отвечал формально — боль в желудке. Я пытался докопаться до причины. Может, что-то тревожит? Проблема на работе? В семье? Он улыбался и говорил: «Всё в порядке». Но я видел, человек не спит. Глаза красные, руки дрожат, давление скачет. Я предлагал антидепрессанты, отказывался. Говорил: «Я не псих, мне не нужны таблетки для ума». Но проблема была именно в уме. Точнее, в том, что ум постоянно работал в режиме самоцензуры. И это истощало нервную систему быстрее, чем любая физическая работа. В 1983 году у Айтматова случился первый гипертонический криз. Давление подскочило до 190/110. Его госпитализировали в Кремлевскую больницу. Провели обследование. Диагноз — гипертоническая болезнь второй степени. Риск инсульта. Назначили постоянный прием препаратов для снижения давления. Но главное — врачи рекомендовали избегать стрессовых ситуаций. Как избежать стресса, когда вся твоя жизнь — это стресс? Когда каждое публичное выступление — это балансирование между правдой и ложью? Когда каждая книга — это шифровка, которую нужно написать так, чтобы цензура не поняла, а умный читатель расшифровал? Когда каждая награда — это напоминание о том, что ты принял дары от убийц отца. Но самое страшное началось после 1991 года, когда СССР развалился. И, казалось бы, можно было выдохнуть. Можно было, наконец, сказать правду. Но Айтматов не сказал. Потому что за 40 лет молчания правда стала настолько токсичной, что высказать ее значило уничтожить собственную биографию. Признать, я договорился с КГБ. Я получил разрешение печататься в обмен на лояльность. Я молчал, когда должен был кричать. Это признание убило бы образ совести киргизского народа, который за ним закрепился. Это превратило бы его из героя в коллаборациониста. Поэтому он продолжал молчать. А молчание после 91-го было еще мучительнее, чем молчание при Брежневе. Потому что при Брежневе можно было оправдать себя: «Я молчу из страха». А после 91-го страх исчез, но молчание осталось. Значит, причина не в страхе. Причина в стыде. В 1997 году врачи диагностировали у Айтматова хроническую почечную недостаточность. Почки — это орган, который в символическом смысле связан с переработкой эмоций страха и стыда в традиционной китайской медицине. Современная медицина объясняет почечную недостаточность множеством причин: возраст, гипертония, диабет. Но есть исследования, показывающие связь между хроническим стрессом, подавленными эмоциями и дисфункцией почек. Когда человек десятилетиями живет в состоянии «бей или беги», но не может ни бить, ни бежать, надпочечники вырабатывают кортизол в избытке. Кортизол разрушает сосуды, в том числе сосуды почек. Постепенно почки перестают фильтровать кровь. Начинается интоксикация организма собственными отходами. Метафора идеальная.
Тело больше не может очиститься от того, что накопилось за полвека молчания. Айтматов умирал, отравленный собственным, невысказанным прошлым. К началу 2000-х годов он уже был прикован к аппарату диализа. 3 раза в неделю по 4 часа его кровь прокачивалась через машину, которая делала работу отказавших почек. Представьте, ты писатель, который всю жизнь работал со словами, но теперь твое тело буквально требует внешней машины, чтобы очиститься от токсинов. Твоя кровь загрязнена, и ты не можешь очистить ее сам. Нужен аппарат. Нужна чужая помощь. Это не просто медицинская процедура. Это символ того, что случилось с твоей душой. Она тоже загрязнена невысказанным, и ты не можешь очистить ее сам. Но для души нет диализа. Для души есть только один способ очищения — правда. А ты не можешь ее сказать, потому что правда убьет все, что ты построил. Последние несколько лет жизни Айтматов провел между Бишкеком и германскими клиниками. Официальная версия — лечение. Реальность — бегство от вопросов. Потому что после распада СССР начали открываться архивы, начали всплывать имена осведомителей КГБ. Журналисты начали задавать неудобные вопросы родственникам репрессированных. А что делал ваш знаменитый писатель, когда система убивала? Он молчал или сотрудничал? Айтматов уехал в Германию не только ради лечения. Он уехал, чтобы не отвечать на эти вопросы. В Германии его никто не спрашивал про 1937 год. В Германии он был просто пожилым пациентом с больными почками. Ни героем, ни предателем. Просто умирающим человеком. И, возможно, впервые за полвека он мог позволить себе не играть роль. Просто лежать на больничной койке и думать о том, что скоро все закончится. Скоро не нужно будет объяснять. Скоро не нужно будет оправдываться. Скоро наступит тишина. К концу 90-х годов Чингис Айтматов уже не был похож на того статного киргизского писателя с орденами на груди, которого фотографировали в Кремле 30 годами ранее. Когда смотришь на фотографии 1970 года, он 42-летний, волосы черные с проседью, спина прямая, взгляд твердый, улыбка уверенная. Видишь человека, который контролирует ситуацию. А на фотографиях 2000 года, когда ему 72, видишь другого человека. Седина тотальная, ни черных волос вообще, спина сгорблена, руки трясутся, взгляд отсутствующий. Как будто он уже не здесь, не с нами, а где-то в 1937-м, рядом с отцом, которого никогда не видел живым. За 30 лет, с 70 по 2000, он постарел не на 30 лет, а на 50. Физиология не обманешь. Когда человек живет в постоянном напряжении полвека, тело изнашивается быстрее, чем у того, кто прожил спокойную жизнь. Айтматов за свои 79 лет прожил, по меркам биологического возраста, лет 120, потому что каждый день его жизни считался за 2. Один день для внешнего мира, где он играл роль лояльного писателя, и один день для внутреннего мира, где он был сыном убитого человека, который не может отомстить. Личный фотограф Айтматова, который работал с ним в 2005-2007 годах и делал портреты для последней книги, рассказывал. «Я попросил его снять очки для съемки. Он снял. Я увидел глаза и понял, этот человек не спит нормально уже много лет. Белки желтые, вены красные. Зрачки расширены, как у того, кто принимает сильное обезболивающее постоянно. Я спросил: «Чингис Тарикулович, может, отложим съемку? Вы выглядите уставшим». Он ответил: «Я устал не сегодня. Я устал в 1937 году, когда мне было 9 лет. И с тех пор усталость только накапливается. Снимайте. Это моё настоящее лицо». И я снял. Те фотографии никогда не публиковались, потому что семья сочла их слишком жесткими, но я их сохранил. На них видно, человек доживает последние месяцы не просто жизни, а долгого мучительного умирания, которое началось за 70 лет до смерти. Седина и тремор рук — это не просто старость. Седина — это окисление меланина в волосах под воздействием кортизола, гормона страха. Айтматов побелел не в 80 лет, а в 60, раньше, чем те, кто жил без груза тайны. А руки тряслись в последние 3 года постоянно, не от болезни Паркинсона, диагноз не ставили,
а от того, что нервная система изношена до предела. Когда он подписывал книги на презентациях, подпись получалась дрожащей, как у столетнего старика. Жена подкладывала салфетки, чтобы не было видно. Но все видели. И все понимали, этот человек разрушается на глазах. А вот что странно. В медицинской карте Айтматова, которая хранится в архиве клиники Нюрнберга, где он умер, букет из 8 хронических заболеваний одновременно. Гипертония, язва, почечная недостаточность, аритмия, диабет, остеопороз, артрит, бессонница. Немецкие врачи удивлялись. Это же не узник концлагеря, это писатель с орденами, который жил в комфорте. Откуда такой набор? А ларчик открывался просто. Концлагерь был в его голове. И охранником этого концлагеря был тот, кто контролировал архивы и решал, какую правду можно рассказать, а какую нет. Немецкий терапевт, доктор Клаус Миллер, который консультировал Айтматова в 2006 году, сказал в интервью киргизскому журналисту в 2010: «Я видел такие симптомы у людей, которые прошли через психологические травмы в детстве и так и не проработали их. Подавленная травма не исчезает. Она переходит в тело и разрушает его системно. Господин Айтматов рассказал мне о судьбе отца. Я понял. Этот человек носит в себе травму уже 70 лет. И эта травма убивает его быстрее, чем любая болезнь». Но Айтматов не хотел прорабатывать травму. Не ходил к психотерапевтам, отказывался от антидепрессантов, хотя врачи настаивали. Говорил: «Я не псих, мне не нужны таблетки для ума. Мне нужно, чтобы перестали болеть почки». Но почки болели не из-за физиологии. Почки болели, потому что символически это орган, который фильтрует кровь от токсинов. А его кровь была токсична от невысказанной правды, от компромиссов, от молчания. И никакие таблетки не могли очистить кровь от того, что накапливалось полвека. Нужен был другой фильтр — исповедь. Публичная, честная, без купюр. Признание. Да, я договорился с KGB. Да, я принял награды от убийц отца. Да, я молчал, когда должен был кричать. Но этой исповеди не случилось, потому что исповедь разрушила бы все, что он построил. И он выбрал. Лучше умереть в тишине, чем жить в позоре. Поэтому тело разрушалось, а он продолжал улыбаться на публике, подписывать книги дрожащей рукой, говорить речи о памяти и прощении, и с каждой речью умирал еще немного. С каждой фотографией сидел еще сильнее, с каждым интервью, где говорил «я всегда помнил отца», терял еще грамм правды. Потому что правда была не в памяти, а в том, что он сделал с этой памятью. Продал ее по частям за право печататься. В 2007 году, за год до смерти, Айтматов дал последнее большое интервью киргизскому телевидению. Журналист спросил: «Чингиз Тарикулович, если бы вы могли вернуться в 1952 год, когда только начинали писать, вы бы изменили что-то в своей судьбе?» Айтматов долго молчал, потом сказал: «Я бы не изменил ничего, потому что любое изменение означало бы, что моих книг не существует. А мои книги — это все, что я могу оставить после себя, даже если я заплатил за них слишком дорого». Журналист не понял, о какой цене речь, но те, кто знал историю, поняли. Он говорил о цене компромисса, о цене молчания, о цене сделки с системой, которая убила его отца. И эта цена — его здоровье, его совесть, его внутренний покой. Все, что делает человека человеком. Он отдал это за книги. И до последнего дня не знал, правильный ли это был обмен. Существует в архивах Киргизии группа людей, о которой не принято говорить вслух. Их всего 12 человек. Все сотрудники бывшего КГБ, которые после 1991 года не ушли на пенсию, а перешли работать в Национальный архив республики. Они знают расположение каждой папки, каждого дела, каждого документа с грифом «совершенно секретно», который так и не рассекретили полностью. Они помнят, какие страницы исчезли из следственных дел перед передачей в открытый доступ. Они были свидетелями ночных визитов людей без удостоверений, которые приходили забирать особо чувствительные материалы. И один из этих 12, бывший майор госбезопасности, которого мы назовем Асан,
согласился встретиться и рассказать то, что молчал 17 лет. Дело Таракула Айтматова никогда не было полностью доступно. Даже когда его официально реабилитировали в 57-м, в папке оставались вложенные конверты с пометкой «Не подлежит ознакомлению родственников». Я видел эти конверты. В них были не протоколы допросов. Там были имена тех, кто дал показания против Таракула. Имена его друзей, коллег по наркомату, родственников. Люди, которые выжили благодаря тому, что предали его первыми. И среди этих имен было одно, которое нельзя было озвучить публично, потому что этот человек в 80-е годы занимал пост в правительстве Киргизской ССР. Высокий пост. Очень высокий. Асан не назвал имя, сказал только: «Этот человек умер в 2003 году. Его внуки сегодня занимают важные должности в Бишкеке. Если назвать имя деда-предателя, начнется скандал, который расколет республику». Но между строк читается ясно. Чингис Айтматов знал это имя с 57-го года и молчал 51 год. Представьте эту ситуацию как шахматную партию, где все фигуры расставлены так, что любой ход ведет к мату. Ты знаешь, кто предал твоего отца. Знаешь его адрес, его лицо, его должность. Видишь его на партийных съездах, где он аплодирует речам о борьбе с врагами народа. И ты должен сидеть рядом с ним в президиуме, улыбаться на общей фотографии, пожимать ему руку перед камерами. Потому что если ты обвинишь его публично, он скажет «докажи». А доказательства лежат в конверте с грифом «не подлежит ознакомлению». Конверт откроют только по решению суда. Суд потребует санкцию прокурора. Прокурор запросит разрешение у КГБ. КГБ ответит «материалы утрачены» или «материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну». Тупик. Абсолютный тупик. И ты понимаешь, система защищает своих палачей лучше, чем жертв. Потому что палачи — это кадры. Палачи знают, где закопаны тела, какие приказы подписывались, кто отдавал команды. Если палачи заговорят, рухнет вся пирамида власти. Поэтому их защищают. А жертвы? Жертвы мертвы. Жертвы не опасны. Жертв можно реабилитировать посмертно, повесить мемориальную табличку и успокоиться. Но архивисты помнят детали, которые не попали в официальные биографии. В папке с делом Таракула Айтматова, по словам Асана, хранилась еще одна странность. Фотография, сделанная после расстрела. Стандартная процедура тех лет. Фотографировали тело с номером на груди, чтобы подтвердить исполнение приговора. Фотографию подшивали к делу. Но в деле Таракула эта фотография исчезла между 1957 и 1963 годом. Кто взял? Зачем? Асан предполагает, возможно, кто-то из родственников получил доступ к делу и забрал фотографию как последнюю память. Или ее изъяли сотрудники КГБ, чтобы семья не увидела состояние тела после расстрела. Выстрел в затылок из ТТ оставляет специфические повреждения. Лицо обезображено. Может, решили, зачем травмировать сына? Но есть и другая версия, более зловещая. Фотографию использовали как инструмент давления. Показали Чингизу в 57-м или позже, когда он подавал документы в Союз писателей. Сказали: «Вот что осталось от твоего отца. Ты хочешь, чтобы это увидела твоя мать? Тогда подпиши вот это». И он подписал. Подписал обязательство молчать. Потому что защищал не себя. Защищал мать от картинки, которая убила бы ее мгновенно. Это предположение, документов нет. Но логика системы именно такая. Найти самую болезненную точку и давить на нее до тех пор, пока человек не сломается. А самая болезненная точка для Чингиза была не карьера, не деньги, не слава. Самая болезненная точка — мать, Токтагул, которая прожила с 1937 по 1989 год. 52 года вдовой репрессированного, с клеймом на лбу, с 5 детьми на руках, без права на пенсию мужа, без права даже произнести его имя вслух до 57-го. Если бы ей показали фотографию изуродованного тела Таракула, она бы не выдержала.
и Чингис это знал. Поэтому, возможно, он принял условия КГБ не из трусости, а из сыновней любви. Жертва ради матери. Но жертва, которую никто никогда не узнает, потому что документы сожжены или спрятаны так глубоко, что ни один исследователь не доберется до них при нашей жизни. Асан рассказал еще одну деталь, которая объясняет многое. В 1980 году, когда роман «И дольше века длится день» проходил проверку в КГБ перед публикацией, его читали трое. Один из них — следователь Искендер Тансыкбаев, старший оперуполномоченный второго отдела КГБ Киргизской ССР, который занимался идеологическими диверсиями. Тансыкбаев написал заключение. Роман содержит элементы критики сталинских репрессий, но подан в форме легенды о манкуртах, что позволяет трактовать текст как осуждение вообще насилия над личностью, а не конкретно советской системы. Рекомендую разрешить публикацию с условием: автор смягчит финал, чтобы не создавать впечатление безысходности. Это заключение хранится в архиве. Асан его видел. Но главное — не заключение. Главное — записка, приложенная к нему. От имени самого Айтматова, адресованная Тансыкбаеву. Записка рукописная, 3 строки. «Искендер Маратович, прошу учесть, что я внесу правки, которые вы рекомендовали. Прошу не задерживать выход книги. Спасибо за понимание. Чингис Айтматов». Том почтительный, почти униженный. Писатель благодарит чекиста за то, что тот дает разрешение напечатать правду о манкуртах и обещает исправить финал по указке. Это не литература, это торг. Ты даешь мне право голоса, я даю тебе право редактировать мой голос. Сделка — компромисс. И Айтматов знал, что это компромисс. Знал, что предает собственный замысел. Но выбор был простой — напечатать половину правды или не напечатать ничего. Он выбрал половину — и всю оставшуюся жизнь мучился вопросом, а стоила ли эта половина того, чтобы отказаться от целого? Теперь настало время назвать имя человека, который выиграл больше всех от молчания Чингиза Айтматова. Для защиты от возможных юридических последствий назовем его условно Талант М. Этот человек никогда не был на первых полосах газет, никогда не получал наград, никогда не произносил речей. Но после смерти Айтматова именно он контролировал архивы. Именно его люди решали, какие документы рассекретить, а какие утратить. Именно благодаря ему история семьи Айтматовых осталась неполной, с белыми пятнами, которые никогда не заполнятся. Бывший заместитель председателя КГБ Киргизской ЦСР в 80-е годы, позже директор Национального архива Киргизии с 2001 по 2019 год. 18 лет у руля главного хранилища секретов республики. И вот что важно. Талант М — внук человека, который, согласно свидетельствам архивистов, дал показания против Таракула Айтматова в 1937 году. Внук предателя, который спасся, сдав товарища. Эта связь нигде официально не зафиксирована, но архивист Асан подтвердил. Дед Таланта М, которого для конфиденциальности назовем Керим М, был в 30-е годы заместителем наркома земледелия, коллегой Таракула. Арестовали их в один день, 27 июля 1937 года. Но Керим вышел через 3 месяца. Таракул — никогда. Потому что Керим подписал протокол, где обвинял Таракула в антисоветском заговоре. Это стандартная схема. Следователи давили на двоих одновременно, и тот, кто первый ломался и давал показания на второго, получал шанс выжить. Керим М. выжил, вернулся на работу. После войны сделал карьеру в партийном аппарате. Умер в 1972 году в своей постели, в возрасте 80 лет, с пенсией, с наградами, с детьми и внуками. Один из этих внуков, Талант, пошел по стопам деда. Сначала КГБ, потом архивы. И когда в 2001 году встал вопрос, кто возглавит Национальный архив, где хранятся дела репрессированных, включая дело Таракула Айтматова, кандидатура Таланта М прошла без обсуждения. Кто-то скажет «совпадение».
Но в системе, где все завязано на личных связях, где кланы контролируют власть десятилетиями, где внуки палачей и внуки жертв живут в одном городе, работают в одних учреждениях, решают одни вопросы, совпадений не бывает. Есть только логика выгоды. Cui bono? Кому выгодно, чтобы правда о 1937 годе не всплыла полностью? Тем, чьи деды запятнаны кровью. Тем, чье имя связано с доносами. Тем, кто боится, что если откроют все архивы, потомки жертв придут к потомкам палачей с вопросами, на которые нет хороших ответов. Талант М никогда не давал интервью о своем деде. На вопросы журналистов отвечал уклончиво. «Моя семья пострадала от репрессий так же, как и все». Но это ложь. Его семья не пострадала. Его семья выжила за счет того, что предала других. И Чингис Айтматов знал это. Знал с 1957 года, когда прочитал реабилитационное дело отца и увидел имя Керим М. в списке свидетелей обвинения. Но молчал. Молчал, потому что в 80-е годы, когда талант М был замом председателя КГБ, любое обвинение означало бы конец карьеры для Айтматова. А после 1991-го молчал, потому что было уже поздно. Открытие правды разрушило бы не только семью М, но и его собственную репутацию. Потому что встал бы вопрос, почему молчал 40 лет. А теперь посмотрим, что получил талант М за молчание Айтматова. Карьеру без скандалов — это раз. Контроль над архивами, где можно утратить любые неудобные документы — это два. Социальный статус. Он считается уважаемым человеком в Бишкеке. Его приглашают на государственные мероприятия. Его внуки учатся в престижных вузах за границей. Это три. А после смерти Айтматова в 2008-м, когда интерес к его биографии вырос, и журналисты начали копаться в архивах, именно он давал или не давал доступ к документам. Есть свидетельства исследователей, которые пытались получить полное дело Таракула Айтматова. Нам выдали копии основных протоколов, но отказали в доступе к приложениям, сославшись на то, что они утрачены в 90-е годы во время пожара. Тот самый пожар в здании архива КГБ, о котором мы говорили раньше. Удобный пожар, который уничтожил именно те документы, где фигурировали имена предателей. И вот главный вопрос этого фильма, к которому мы шли все эти главы. Если бы Чингис Айтматов в 1991 году на открытии мемориала Ата-Бейит вместо речи о прощении назвал имя Керим М. и сказал: «Вот кто предал моего отца. Вот чей внук сейчас контролирует архивы. Вот кто стирает следы преступлений». Что бы изменилось? Началось бы расследование? Или его бы объявили клеветником и заставили замолчать? Семья М имела связи в правительстве, имела деньги, имела возможность подать в суд и выиграть, потому что прямых доказательств доноса Керима не существует в открытом доступе. Они утрачены. Айтматов понимал, если он заговорит, ему не поверят. Или поверят, но не смогут ничего доказать. Существует в медицинской практике термин «агония выбора». Это состояние, когда пациент находится между жизнью и смертью, и врачи предлагают ему последний шанс — экспериментальное лечение, которое может продлить существование на короткий срок, но не гарантирует качество этой жизни. Чингис Айтматов столкнулся с таким выбором не в клинике Нюрнберга в 2008, а гораздо раньше, в 1957 году, когда ему было 29 лет, и он получил письмо из КГБ, Киргизской ССР, с предложением прийти на беседу. Это письмо не сохранилось. Но существуют свидетели, которые видели похожие письма в те годы. Стандартная форма, напечатанная на машинке, без подписи, только штамп учреждения и дата явки. Явка добровольная, но все понимали. Если не придешь добровольно, придешь принудительно. Айтматов пришел 12 марта 1957 года в здание на улице Дзержинского во Фрунзе, поднялся на 3-й этаж, вошел в кабинет номер 32, и там ему предложили последний шанс стать писателем. Разговор длился, по воспоминаниям секретаря, которая работала на 3-м этаже в те годы и слышала обрывки через приоткрытую дверь, около 2 часов. Она не помнит слов, но помнит интонации. Сначала вежливо холодные,
потом настойчивые, потом примирительные. Когда Айтматов вышел из кабинета, его лицо было бледным. Руки сжимали папку с документами так, что костяшки побелели. Глаза смотрели в пол. Секретаря кликнула. «Молодой человек, вам плохо?» Он не ответил. Прошел мимо, спустился по лестнице и вышел на улицу. Она больше никогда его не видела, но запомнила эту сцену, потому что через месяц увидела его фотографию в газете. Молодой киргизский писатель Чингис Айтматов принят в Союз писателей СССР. Она подумала тогда. Значит, он согласился на то, что ему предложили в кабинете номер 32. Но на что именно он согласился? По логике системы тех лет схема была стандартной. Сыну репрессированного предлагали выбор. Либо ты остаешься в тени, работаешь трактористом или учителем в глухом ауле, живешь тихо, не высовываешься, и мы тебя не трогаем. Либо ты хочешь публичную карьеру — литература, наука, журналистика — и тогда ты должен дать письменное обязательство о лояльности. Не обязательство стучать на друзей, не обязательство доносить — это вербовка агента, другая схема, а просто обязательство. Я такой-то обязуюсь не заниматься антисоветской деятельностью, не распространять клевету на советский строй, не публиковать материалы, порочащие политику партии. Подписываешь, и тебе открывают дорогу. Не подписываешь — дорога закрыта навсегда. Это не шантаж словами «мы тебя посадим». Это шантаж возможностями. Либо ты с нами, либо ты никто. Айтматов выбрал первое, подписал. Получил пропуск в Союз писателей. Начал печататься. И первые 10 лет после подписания, с 57 по 67, писал именно те книги, которые система ждала от него. «Советская молодежь», «Романтика труда», «Преданность делу партии», «Светлое будущее». Первый учитель — коммунист несет просвещение в аул, ломает сопротивление традиций. Материнское поле — колхозница воспитывает детей в духе патриотизма. Прощай, гульсары. Колхозный табунщик борется с бюрократией, но верит в справедливость партии. Критики хвалили. Айтматов показывает, как социализм меняет сознание народа. А он писал эти книги и понимал. Каждая строчка — это часть сделки. Каждая метафора проходит через внутреннюю цензуру. А не покажется ли это намеком на репрессии? А не увидит ли здесь критику системы? Лучше смягчить. Лучше переписать. Лучше вообще убрать этот абзац. Но к концу 60-х годов что-то внутри него начало ломаться. Психика не выдерживает постоянной двойной игры вечно. Наступает момент, когда маска срастается с лицом настолько плотно, что начинает душить. И тогда человек делает попытку сорвать маску, даже понимая, что под маской может не остаться ничего. Айтматов начал писать «Белый пароход», повесть, где впервые за 15 лет литературной карьеры появляется тема смерти невинного, тема несправедливости, которую никто не наказывает. Тема мира, где добро не побеждает. Главный герой, мальчик 7 лет, не выдерживает жестокости взрослых и уходит из жизни, превращаясь в рыбу, чтобы уплыть в озеро Иссык-Куль. Метафора самоубийства ребенка. Цензура читала рукопись 3 месяца. Спорили, пропустить или нет. Редактор «Нового мира» Твардовский настоял — пропустить. Но после публикации Айтматова вызвали в обком партии и сказали прямо: «Еще одна такая книга, и ты закончил». Он понял, последний шанс исчерпан. Дальше либо возвращайся к прежним темам, либо готовься к исключению из Союза писателей, к запрету публикаций, к травле в прессе, к возможному аресту по обвинению в антисоветчине. Это был 1970 год. Брежнев только начал заморозку, откат от хрущевской оттепели. Диссидентов сажали, высылали, объявляли психически больными и отправляли в психушки. Солженицына исключили из Союза писателей, Сахарова травили в газетах. Айтматов решил отступить. Написал «Ранние журавли», военная повесть о подростках в тылу, патриотическая, безопасная, проходная. Получил за нее очередную премию. Система выдохнула, вернулся на правильный путь. Но внутри он умирал, потому что понял,
Шанс сказать правду был один раз — в белом пароходе. И он его упустил. Дальше можно только кодировать правду в аллегориях, но аллегории — это неправда. Это намек на правду. А намек не освобождает совесть. И вот к концу 70-х он решает на последний отчаянный ход — написать роман, где будет все: репрессии, манкурты, КГБ, предательство, память, забвение. Но подать это так, чтобы формально роман соответствовал идеологии, а по сути разрушал ее изнутри. И дольше века длится день. Это был его последний шанс оставить после себя правду, пусть зашифрованную. Он писал роман 3 года, с 77 по 80. Писал по ночам, прятал рукопись в сейфе, не показывал никому, кроме жены, до самого финала. Когда закончил, понял. Его убьют за это или запретят печатать. Но рискнул. Отдал рукопись в «Новый мир». Главный редактор прочитал и сказал: «Это самая сильная вещь, что ты написал. Но цензура не пропустит. Надо смягчить финал и убрать главу, где следователь КГБ пытает героя». Айтматов согласился. Переписал финал, убрал главу. Роман вышел. Стал бестселлером. Его обсуждали во всем мире. Но Айтматов знал — это победа с привкусом поражения. Потому что тот роман, который он хотел написать, остался в сейфе. А тот, который напечатали, — это версия для цензуры, компромисс. Последний шанс рассказать правду, и он снова выбрал компромисс. Теперь вопрос, который он задавал себе каждый день после выхода романа. Был ли хоть один момент в его жизни, когда он мог сказать правду без купюр? И отказался не из страха, а из расчёта. Был ли он жертвой системы или ее добровольным участником? 10 июня 2008 года началось как обычное утро в клинике Нюрнберга. Чингис Айтматов проснулся в 6 часов 30 минут по местному времени. Попросил медсестру помочь сесть на край кровати, выпил стакан воды и произнес единственную фразу на русском языке, которую медсестра не поняла, но записала в журнал фонетически. «Ата Менкелемин». «Отец, я иду к тебе». Через 11 часов его земной путь завершился. Что произошло в эти 11 часов, мы восстановили по показаниям 3 человек, которые находились рядом: жёны Марии, сына Эльдара и дежурного врача Клауса Миллера. Они рассказывают хронологию последних часов человека, который прожил 79 лет, но так и не смог произнести вслух главную тайну своей жизни. 7 часов утра. Айтматов просит сына принести из гостиничного номера старую кожаную папку, которую он никогда никому не показывал. Эльдар приносит папку через 20 минут. Айтматов открывает ее, достает пожелтевшую фотографию размером 9 на 12 сантиметров и кладет на прикроватную тумбочку так, чтобы видеть ее лежа на подушке. На фотографии мужчина 30 лет в гимнастерке, с усами, смотрит прямо в объектив. Тарокул Айтматов, снятый в 1935 году за 2 года до ареста. Жена спрашивает: «Чингис, зачем ты достал эту фотографию?» Он отвечает: «Я хочу, чтобы последнее, что я увижу, было его лицо». Она плачет, выходит в коридор. Эльдар остается с отцом, держит его за руку. Айтматов шепчет: «Я так и не рассказал правду. Теперь уже поздно». Эльдар спрашивает: «Какую правду, папа?» Но Айтматов закрывает глаза и больше не говорит на эту тему. 9 часов утра. К Айтматову приходит врач Клаус Миллер, проверяет показатели. Давление падает, пульс слабый, почки практически не работают, токсины в крови превышают критический уровень. Миллер предлагает экстренный диализ, но Айтматов отказывается. «Доктор, я устал бороться. Я прожил достаточно». Миллер пытается убедить: «Мы можем продлить вашу жизнь еще на несколько месяцев, возможно, год». Айтматов качает головой: «Я не хочу продлевать. Я хочу закончить». Это не просьба о эвтаназии, та запрещена в Германии.
Это отказ от реанимации, от искусственного поддержания жизни. Айтматов подписывает бумагу дрожащей рукой. Не предпринимать экстренных мер. Миллер позже скажет журналистам, он принял решение уйти. Я видел это в его глазах. Он был готов. 11 часов дня. Айтматов просит сына читать вслух. Эльдар берет с полки роман «И дольше века длится день», открывает главу о манкуртах, начинает читать. Айтматов лежит с закрытыми глазами, но слезы текут по щекам. Когда Эльдар доходит до фразы «Манкурт не знал, как зовут его мать, откуда он родом, кто его предки», Айтматов открывает глаза и говорит: «Я знал. Я всегда знал. Но я молчал. Это делает меня хуже Манкурта. Манкурт забыл невольно, а я забыл добровольно, потому что так было удобнее». Эльдар перестает читать, спрашивает: «Папа, о чем ты?» Айтматов не отвечает, закрывает глаза снова, дыхание становится поверхностным. 14 часов. Жена Мария сидит у изголовья, гладит мужа по руке. Айтматов вдруг открывает глаза, смотрит на нее и произносит длинную фразу на киргизском языке, которую она не понимает полностью, но улавливает слова «ата» — отец, «кичергиле» — прости, «билбедим» — не знал как. Позже она попросит переводчика расшифровать. «Отец, прости меня. Я не знал, как жить иначе. Я пытался сохранить твою память в книгах, но продал ее за право эти книги напечатать. Если бы я мог вернуться, я бы выбрал молчание и нищету вместо славы и компромисса. Но я не могу вернуться. Я могу только просить прощения». Мария спрашивает врача. Он бредит? Миллер проверяет сознание. Айтматов в ясном уме. Это не бред. Это исповедь. 16 часов 30 минут. Дыхание становится прерывистым. Айтматов просит воды, но не может глотать. Медсестра смачивает губы. Он смотрит на фотографию отца на тумбочке, протягивает руку, пытается дотянуться, но сил нет. Эльдар берет фотографию, вкладывает в руку отца. Айтматов прижимает фотографию к груди, шепчет: «Ата, мен сени істен чыгарган жокмун». «Отец, я не забывал тебя». Но это последнее, что он произносит вслух. Дальше только тишина, прерываемая звуком аппарата, отслеживающего сердцебиение. 17 часов 42 минуты. Сердце останавливается. Врач фиксирует время смерти. Эльдар и Мария стоят рядом, держатся за руки, плачут. Фотография Таракула все еще в руках Чингиза. Медсестра пытается забрать ее, чтобы подготовить тело, но Эльдар говорит: «Оставьте. Пусть он заберет ее с собой». И фотография остается. Когда гроб закрывают в Нюрнберге перед отправкой в Бишкек, фотография Таракула Айтматова, расстрелянного в 1937 году, лежит на груди его сына, который умер в 2008, так и не сказав вслух всю правду о том, какую цену он заплатил за то, чтобы мир узнал имя человека на этой фотографии. Но разве молчание — это память? Или это всего лишь еще одна форма забвения, растянутая на 70 лет? После смерти Чингиза Айтматова его вдова Мария передала в Национальный архив Киргизии 237 папок с рукописями, письмами, фотографиями и личными записями писателя. Но одну папку она не передала. Папку под номером 238, которая лежала в сейфе их московской квартиры отдельно от всех остальных, с надписью на корешке «Не публиковать при моей жизни. Эльдар Айтматов, сын писателя, продюсер, человек, который всю жизнь защищал отца от обвинений в коллаборационизме с советской властью. В 2022 году, через 14 лет после смерти отца, Эльдар дал первое интервью, где упомянул эту папку. Он сказал дословно: «Отец оставил записи, которые объясняют все, но я не готов их публиковать, потому что боюсь реакции. Боюсь, что люди поймут его неправильно. Боюсь, что его осудят посмертно за то, что он был вынужден делать, чтобы выжить». Журналист спросил: «А что в этих записях?» Эльдар ответил:
Правда о том, на что он согласился в 1957 году. Правда о том, почему молчал 70 лет. И правда о том, кто выиграл от этого молчания. Это интервью взорвало интернет Киргизии. Началась кампания. Опубликовать папку 238. Петиции, статьи, требования историков. Но Эльдар не сдавался. Говорил: «Не сейчас. Не при моей жизни. Может быть, мои внуки решат иначе». И вот здесь начинается главный парадокс этой истории. Семья Айтматова защищает память писателя тем же способом, каким он защищал память отца — молчанием. Чингис молчал о том, кто предал Таракула. Эльдар молчит о том, что написал Чингис в папке. Молчание передается по наследству, как генетическая болезнь. И каждое новое поколение оправдывает молчание заботой о репутации предка. Но репутация, построенная на умолчании, — это не память. Это музейная витрина, где выставлены ордена и книги. А в запасниках лежат документы, которые объясняют, какой ценой эти ордена получены. А теперь давайте поговорим о тех, кто выиграл больше всех от молчания Айтматова. Талант М, бывший директор Национального архива Киргизии, внук человека, который дал показания против Таракула Айтматова в 1937 году. Вышел на пенсию в 2019 году в возрасте 73 лет. За 18 лет руководства архивом он получил 5 государственных наград, включая орден Данакер, высшую награду Киргизии. В 2020 году внук таланта, которого для конфиденциальности назовем Бигжан М., был назначен заместителем министра культуры Киргизской республики. В его компетенции — контроль над архивами и музеями. То есть семья М контролирует доступ к историческим документам республики уже 3-е поколение подряд. Дед предал в 1937-м. Внук стер следы предательства в 2000-е. Правнук теперь решает, какую историю покажет народу. Это не совпадение. Это система, где выгода передается по наследству вместе с властью. В 2021 году группа киргизских журналистов-расследователей попыталась получить доступ к полному делу Таракула Айтматова, включая приложения, которые якобы утрачены. Запрос направили в архив. Ответ пришел через 2 месяца. Дело доступно в полном объеме. Приложения, о которых вы спрашиваете, в деле никогда не существовало согласно описи. Но архивист Асан, который работал в архиве до 2001 года, утверждает: приложения существовали, я сам держал их в руках. Там были имена свидетелей обвинения, среди них Керим М., дед нынешнего замминистра культуры. После назначения Таланта М. директором архива эти приложения исчезли. В описи сделали пометку: утрачены во время инвентаризации. Асан дал эти показания анонимно, через зашифрованную переписку, потому что боится за жизнь. Он сказал: «В Киргизии не принято трогать семьи тех, кто у власти. Если я назову свое имя, меня уберут. Не убьют физически, просто уничтожат социально. Никто не даст работу, родственникам откажет в пособиях, детей выгонят из университета. Так работает система». И вот центральный вопрос. Кто главный злодей в этой истории? Те, кто расстреливал в 1937-м? Они мертвы. Те, кто давал показания, чтобы выжить? Они мертвы. Те, кто заставлял писателя молчать? Они мертвы. Но система, которая защищает палачей и их потомков, жива. Архивы, где спрятаны неудобные документы, работают. Семьи, которые контролируют доступ к правде, у власти. Чингис Айтматов молчал 70 лет, потому что понимал, если он заговорит, его уничтожат. А правду все равно спрячут. Он выбрал молчание в обмен на право оставить книги, которые намекают на правду. А мы, читатели, довольствуемся намеками, потому что альтернатива — война с системой, которую не выиграть. Куи боно. Кому выгодно? Тем, кто унаследовал власть от палачей. Тем, кто решает, какие документы рассекретить, а какие утратить. Тем, для кого правда о 1937 годе — это не историческая справедливость, а угроза благополучию детей и внуков. Но есть еще один злодей, о котором неприятно говорить. Мы сами.
Общество, которое предпочитает красивую легенду неудобной правде. Киргизы, которые чтят Айтматова как национального героя, но не требуют открыть папку 238. Русские, которые читают его романы в школе, но не задают вопрос, а кто дал ему разрешение эти романы напечатать? И что он за это заплатил? Исследователи, которые пишут диссертации о творчестве Айтматова, но обходят тему его отношений с КГБ, потому что это политизирует академическую работу. Мы все соучастники молчания, потому что правда требует действий, а действия требуют жертв. Легче жить с мифом о великом писателе, чем признать, он был великим, но платил за величие компромиссами, которые разъедали его изнутри. И эта цена не его вина. Это вина системы, которая не оставляла выбора. Либо компромисс, либо забвение. Он выбрал компромисс, а мы выбираем забыть, что он выбирал. Когда гроб Чингиза Айтматова везли через Бишкек 16 июня 2008 года, на улицах стояли десятки тысяч людей. Плакали старики, которые выросли на Джамиле. Студенты, изучавшие плаху в университете, вытирали слезы. Чиновники, получавшие назначение благодаря связям с семьей писателя, скорбели публично. Но те, кто знал правду, стояли молча. Жена Мария стояла сухими глазами у могилы на кладбище Атабиит, в 200 метрах от ямы, где лежат кости Таракула. Сын Эльдар стоял рядом, сжимая в кармане ключ от сейфа, где лежит папка 238. Внук, 10-летний Адиль, спросил: «Мама, почему дедушку хоронят так далеко от прадедушки?» Мать ответила: «Потому что они жили в разных мирах». Мальчик не понял, но запомнил. Семья Таракула Айтматова после его расстрела в 1937-м пережила голод, унижение, допросы, слежку. Мать Токтагул растила 5 детей одна, работала на полях, умерла в 83 года от старости и усталости, так и не дождавшись, что сын публично назовет имена предателей отца. Братья и сестры Чингиза прожили тихие жизни. Ильгиз — инженером, Роза — учительницей, Люсьена — врачом, Шамиль — агрономом. Никто из них не стремился к славе, никто не просил привилегий из-за фамилии. Они несли свое имя как груз, а не как капитал. Когда Чингиз стал знаменитым, они радовались за него, но не афишировали родство. Потому что понимали, его слава — это компенсация за позор отца, а компенсация не отменяет позор. Предатели и их потомки преуспели. Керим М., сдавший Таракула, умер в своей постели в 72 года, оставив сыну квартиру в центре Фрунзе и связи в обкоме. Сын сделал карьеру в КГБ. Внук возглавил архивы. Правнук работает в министерстве. 4 поколения благополучия на костях тех, кого предал прадед. Другие семьи репрессированных до сих пор живут в нищете, потому что реабилитация дала им справку, но не вернула конфискованное имущество, не дала компенсаций, не восстановила статус. А семьи палачей владеют недвижимостью, которую их деды отнимали у жертв. Справедливость не восстановлена. Просто сменились вывески. Страна изменилась. СССР распался. Киргизия стала независимой. Сменилось 5 президентов, произошли 2 революции. Но архивы КГБ так и не открыли полностью. Имена осведомителей не обнародовали. Досье на писателей, ученых, артистов продолжают хранить с грифом «не подлежит разглашению». Потому что в этих досье имена живых людей и их детей, которые сегодня у власти. Открыть архивы значит начать новую волну репрессий, только теперь жертвами станут потомки палачей. Но без этого невозможно двигаться вперед. Общество, которое не знает правды о прошлом, обречено повторять ошибки. Киргизия не прошла через декоммунизацию, через десоветизацию, через публичное осуждение преступлений режима. Просто переименовала улицы и поставила новые памятники. Айтматов стал символом национальной гордости, но никто не задает вопрос, а гордится ли его молчанием или его книгами? Можно ли отделить одно от другого? Папка 238 лежит в сейфе семьи Айтматовых.
Возможно, там ответы на все вопросы. Что именно он подписал в 57-м? Что обещал КГБ? Какие главы романов переписывал по указке цензуры? Кого он знал из осведомителей? Кого подозревал? Кого боялся? Возможно, там исповедь, которую он не решился произнести вслух. Возможно, там оправдание, которое объясняет все компромиссы. А возможно, там всего лишь дневниковые записи, где он каждый день писал одно и то же. Я устал лгать, но я не могу сказать правду, потому что правда убьет все, что я построил. Мы не знаем. Эльдар Айтматов не скажет. Его дети, возможно, тоже не скажут. Через 50 лет, когда умрут все, кто знал Чингиза лично, может быть, кто-то из правнуков откроет сейф и опубликует содержимое. А может быть, папка сгорит в очередном пожаре, который окажется очень вовремя для тех, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу. История продолжается. Молчание передается по наследству, и каждое новое поколение выбирает — защищать миф или искать правду. Чингиз Айтматов сделал свой выбор. Теперь выбор за нами.